Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Поздравляю вас сегодня с праздником мам. Желаю всем крепкого здоровья, долголетия, много счастливых дней, чтобы вас дети радовали, семейного счастья, благополучия, чтоб не заболеть никогда. У меня внуки у мамы. Я вчера вечером отвезла, сегодня вечером заберу. Мама вчера баню топила, купала детей, а сегодня я топила баню. Тоже буду купаться, и дети тоже искупаются. Салават с Юлей, с девочками, у свекрови пали вчера. Я сегодня ночевала одна. Отвечала на комментарии, сидела в интернете, много интересного читала. Заснула не знаю когда. Проснулась рано утром, дела сделала, позавтракала. Что-то мне захотелось печь, и я решила печь вак-балиш и вак-балиш с рисом, с изюмом, с курагой. Это сладкий балиш. Я хочу вам показать сегодня сладкий вак-балиш. Тесто совсем другое. С этим же тестом можно вак-балиш готовить. С мясом, с картошкой, с тыквой, с луком. Натираем на терке 500 грамм масла сливочного. Когда в морозильнике лежит масло, натереть легче. А я взяла с холодильника. И мне труднее будет тереть. Чтобы готовить вак-балиш, я вам показала один раз, как я готовлю. А этот рецепт теста совсем другое. Я буду сегодня готовить и вак-балиш с мясом, с картошкой, и сладкий вак-балиш тоже хочу готовить. Вак-балиш с мясом хочу заморозить, а сладкий хочу сегодня печь. Вот у меня плохо трется, потому что в морозильнике не держала, в холодильнике у меня было масло. Поэтому натереть плохо. Здесь 500 грамм сливочного масла. Сейчас сюда кладем где-то 670 грамм муки. Сюда же добавляем чайные ложки соли, 3 желтка, 5-6 столовой ложки сметаны, где-то грамм 200. Вот у меня тут 400, я половину взяла. Сметану кладем 0,5 чайной ложки соды и перемешаем. Эту же жидкость переливаем, где мука. Все это хорошенько перемешиваем, разминаем. Тяжеловато, конечно, разминать. Масло холодное, все равно жесткое. Подсыпаем немножко мукой. И хорошенько вымешиваем. Вот какое тесто у нас получается. Все это кладем в мешочек одноразовый, убираем в холодильник на 40 минут. А пока тесто стоит в холодильнике, мы будем с вами готовить начинку. Для начинки нам пригодится рис, 2 стакана я взяла, масло сливочное, пол чайной ложки соли, изюм предварительно вымытый и высушенный, немножко разбухший. И немножко сейчас нарежу курагу. Вот с такими кусочками.
Мои дети обожают такой бялиш. Я сегодня не только буду сладкий вакбелиш готовить, буду вакбелиш готовить и с мясом, с картошкой. Сколько курагу и изюм добавить, решать вам. У меня где-то стакан, наверное. Чуть-чуть оставлю я, потому что больше стакан. Сюда же добавляю соли. Сюда же добавляю масло сливочное. Рис у меня 2 стакана вареный. Некоторые говорят губадия. Губадия готовится красным творогом еще. Губадия мы с вами будем готовить в следующий раз. Вот какая вкуснятина получилась. На эту начинку наше тесто будет много. Вот такое тесто у нас получилось. Мягкое, эластичное. Вот какое мягкое тесто у нас получилось. Раскатаем вот так. И раскатаем большую лепешку. Тесто получается как песочное, нежное, рассыпчатое. Нарежем маленькие кружочки. Кому какой размер надо будет, решаем сами. Кому-то, может, побольше надо, кому-то, может, поменьше надо. Ну, я приспособилась и делаю каждый раз вот с этой крышкой. Мне так удобно. Кладем сюда сейчас начинку. Я готовлюсь на сегодня только детям, поэтому я много готовить не буду. Я вам хочу просто показать. Сейчас вот так закрываем. Тесто у меня тоненькое. Когда испечется, во рту тает тесто. Сладкий бялиш я всегда закрываю. А когда с мясом, не закрываю до конца. Сейчас доделаю и поеду за внуками. Общались, наверное, там с мамой. Мамой все хорошо. Внуки ночевали у мамы. Сейчас она лечится. Вылечится, может детей забрать, может восстановиться. Вот такой вакбелиш мы с вами сделали. Тесто хорошее получилось. Сейчас поставлю заморозить. Поставлю морозить. Вот какая вкуснятина получилась у нас. Все пропеклось. Ну вот, ничего сложного. При желании можно все приготовить. Сейчас я буду лепить вакбелиш с мясом, с картошкой.
Вот мы с вами сделали сладкий вакбелиш с изюмом, курагой. Тесто одно и то же. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы делаете такие беляши. Может, где-то что-то я ошибку допустила, может, кто-то по-другому делает, может, у кого-то легкий способ есть. Мне все интересно, и я постараюсь тоже попробовать по вашему рецепту. Кому все это понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк. А кому не понравилось, можете ставить дизлайк. Я не обижаюсь, потому что некоторые ставят дизлайк. Даже ставят дизлайки, когда память о матери, когда память погибших солдат я снимала, кто-то ставит дизлайк. Очень некрасиво. Но я не обижаюсь, это значит такие люди. Кому-то безразлична судьба людей, судьба погибших детей, которые были в Афганистане, Чернобыле, Чечне. Очень много погибли наши солдаты. Очень жаль, конечно. Но на этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.